Любовь к родине воспитывается в человеке с раннего детства. И очень важную роль тут играет пример окружающих взрослых, отмечает солдат из Батыревского округа Александр, участник специальной военной операции. О военном опыте боец рассказал нашей съемочной группе. Александр еще в школе принимал участие в уроках мужества, на которых они с ребятами встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и слушали рассказы героев о том, как они защищали родину. Потом с друзьями помогали ветеранам по хозяйству. У каждого класса был свой подшефный ветеран Великой Отечественной войны. Мы им по хозяйству, по дому помогали. Весной на кладбище убирались. Вот памятник есть у нас, ветеран Великой Отечественной войны. Вот этот памятник убирали, чистили, красили. На 9 мая парады устраивали. После срочной службы Александр участвовал в контртеррористической операции в Чечне, является ветераном боевых действий. Именно наличие боевого опыта и побудило его отправиться в зону специальной военной операции. Я не смог остаться в стороне. И через Вагнер поехал на специальную военную операцию. Хоть чем-то помочь, поддержать, поделиться, думал, молодых людей своим опытом помогу. Своим родным Александр не сообщил, что отправляется в зону СВО. Сказал, что уезжает в командировку по работе. Хотел, чтобы не переживали, да. На связь, думал, буду выходить, но еще с основной работы до спецоперации в командировку ездил. 2-3 месяца в командировку был. Думал, не так будут беспокоиться. В зоне специальной военной операции Александр был в рядах штурмовиков на красной линии. Участвовал в наступлении около Солидара. Первые 1,5 месяца штурмовиком был. В посадках в сторону Солидара наступали мы. Потом после неприятных ситуаций с контузией меня перевели в контрбатарейную борьбу. Остальной срок контракта я уже дорабатывал на станции контрбатарейной борьбы. Тоже на красной линии, в передке, за штурмами. Вычисляли, откуда артиллерия противника работает. По его словам, противник в красной зоне использует бесчеловечные методы ведения борьбы. Когда мы заехали, только местное население со слезами встречало нас, перекрещивало. Когда уже на передке, когда местное население, которые в горячих точках в красной зоне находятся, их выводили, детей, стариков. Это уже ты понимаешь, что с настоящим злом борешься. Прикрываются они, прикрывались, по крайней мере, местное население, не выпускали их с домов, не давали эвакуироваться. Даже когда мы их выводили, они не то что по нам стреляли, а по гражданским людям стреляли в спину им. Александр прошел реабилитацию в республиканском госпитале для ветеранов войн. И, как говорит сам боец, он очень благодарен врачам не только за их работу, но и за человеческую заботу. Огромное спасибо им, врачам. Потом сходил в фонд защитника Отечества. Очень хорошие кураторы у них. Даже когда все вопросы мои решили, они не забывают, постоянно на связи, на всякие культурные мероприятия билеты дают, театры, на оперу, крайний раз недавно со всей семьей сходил. Очень помогают адаптироваться к мирной жизни, так сказать. Проблем с работой не было у меня. Пришел, реабилитацию прошел и вышел на работу. Встретили очень хорошо, тепло. Ждали, говорят. Ждали, да. Сегодня семья – самое главное в жизни Александра. Он ценит своих близких и стремится уделять им максимум своего внимания и заботы. Сергей Качинский, Юлия Дюкова, Юрий Марков, Николай Марков. Национальное телевидение Чувашии.